Друзья, добрый день! У нас сегодня на обзоре Fuga 51 кузов, имеет моторы 2.5, 3.5, 3.7, самые топовые 333 лошадиные силы. Комплектации самые интересные это у нас Type S и VIP-овская комплектация, VIP так и называется, очень жирная, очень хорошая, с задним подлокотником, с кучей разных примочек. Но я вам буду это все еще показывать в процессе. Давайте мы сначала посмотрим ее по кузову. Дизайн просто бешеный, вот честно. Почему бы не сказать, что это машина 15-18 года, да? Ну запросто же, да? Почему нет? Когда да. Вот, посмотрите на диски. Ну тоже дизайн, ну бомба, ну просто бомба. Кстати, это может быть конкурентом. Ну да, это конкурент однозначно Крауну, той же Majesty. Хотя, по сути, это следующее поколение, и ее будет более правильно сравнивать с 200-м Крауном, то есть с 200-м кузовом уже, тогда да. Ладно, давайте заканчивать с разговорами, заглянем в салон этой малышки и посмотрим, чем же она нас тут удивит, обрадует. Но прежде всего, давайте посмотрим на тахометр, на торпедо, как это все красиво здесь сделали японцы. Кнопочка старт у нас вот такая вот она спрятана. Нажимаем на кнопочку старт, тормоз, и красотка заводится, руль отъезжает. Да, память руля, память сидений, две памяти в отличие от Крауна, регулировка зеркал, стекла, лепестки переключения скоростей, коробка автомат у нас, можно в режиме спорт переключать скорости. Поверьте, она едет. Она едет так, что дай бог. Огромное множество колонок. Очень приятный здесь звук. Включать, к сожалению, не буду, иначе YouTube заблокирует видео. Шикарный звук в этой машине. Так, я, наверное, знаете, что сделаю? Я, наверное, сейчас в тенек немножко спрячусь, а то мы здесь с этим освещением плохим не все увидим. Вот сюда мы вот так встанем. Вот. Я думаю, здесь будет лучше видно. Солнце немного меньше, да, и все поинтереснее стало. Посмотрите на этот руль. Руль-паук. Его, кстати, делают. Есть одна конторка интересная. Они делают вот такой прямой, да. Вот такой прямой здесь руль, вот такой прямой здесь руль. Вот. Ну, он такой более спортивный становится, и даже подогрев они ставят. Если кому интересно, я в личку напишу координаты этой конторки. Находится в Владивостоке. Вот. Опять отошли от темы. Давайте продолжим. Что у нас тут? Частично кожаный салон. Обычно она бывает, конечно же, в большинстве случаев на коже. Бывает перфорированная кожа. Здесь получается у нас со вставками. То есть по бокам у нас кожа, посередине у нас ткань. Вот. Есть атаманка вот здесь такая кожаная. Переключение режимов: зимний, спортивный режим, режим экономии. То есть, ну, они здесь действительно работают. Мультимедиа здесь шикарнейшая. Здесь есть AUX, здесь есть USB, жесткий диск, все то, что нужно. Спереди вот такая колоночка, по-моему, это даже сабвуфер. Вот. Сзади все тоже симпатично. И подлокотник я не открывал. Посмотрим, залезем в подлокотник, посмотрим, что же есть там, в этом подлокотнике. Ну, здесь у нас такие кнопочки открывания багажника. Давайте, наверное, сразу откроем его. И антизанос. То есть на машине можно ездить грубо, да. Машина это позволяет делать. Так. Заднее сиденье. Смотрите. Посмотрите, насколько японцы бережливые люди. Да, то есть они обклеили каким-то скотчем белым специальным, да, чтобы не было зашорканности, чтобы не было царапин и так далее. То есть насколько бережливые. Дверные карты, панель. Руль немножечко, единственное, у нее подоблез, но там и то такая, знаете, декоративная пленочка, можно сказать. То есть она чуть подоблезла и все. А так в целом, блин, ну это же просто топ. Ну это просто топ, посмотрите. Какой вид, просто шик. Как дорогое пианино, да, какой-то рояль такой качественный. Вот меня вызывают такие ассоциации, когда я вижу данную панель. Здесь у нас подлокотник пустой. Японец оставил какое-то письмо. Письмо от Nissan. Не знаю, что там написано. Открывать не буду, потому что смысла нет. И вот такая кружка. Японская кружка. Вот здесь на иероглифах все. Кому если интересно. О, и шоколадку кушали. Ну, удивительно, да? Вроде как по-свински поступок сделали такой. Бросили грязь.
а с другой стороны машина в шикарном состоянии. Интересно, несовместимые какие-то параметры. Здесь у нас обдув для задних пассажиров, а верхнего нету, в отличие от того же Крауна. То есть в Крауне мы видим обдув тоже вот здесь, но эта комплектация просто такая, не совсем жирная. И вот здесь у нас, кстати, есть отсек в багажник, если кому-то надо туда собачку, допустим, поместить, наверное, для живодеров. Вот. Ну, в принципе, наверное, это по большей части все. Давайте посмотрим багажник. Заглянем в багажник. Посмотрим его пространство. Здесь он побольше, чем в Краунах. Ну, вот такой багажник. Достаточно просторный. Кстати, машина пахнет, знаете, вот этот вот такой кисловатый запах, когда работает машина, выхлоп, чувствуется, знаете, кисловатый, вот когда новая машина, вот здесь он именно такой. Это просто такой параметр свежести машины. Я так понимаю, это катализатор, когда не мертвый, а живой, именно так и должен пахнуть. То есть машина работает тихо, ее не слышно, никакой гари, а вот этот кисловатый запах только. Вот такая вот малышка. Честно, я от нее в восторге. Она огромная, она прям огромная. Она управляемая, она едет хорошо. И она не на пневме, она на обычных стойках, то есть у нее пружины, не на пневме. Кстати, здесь, смотрите, могу показать вам, вот тут камера, боковая камера. На Краунах, честно, такого не хватает, чтобы можно было спереди видеть бордюр и понимать, куда ты едешь. То есть, чтобы не зацепить вот этим колесом, вот этим бортом, да, что-то, чего не нужно. Адаптивные фары, то есть поворачиваешь, она светит. Ну, машина топчик. Ладно, наверное, пора заканчивать. Большую часть всего, что я хотел рассказать, вам рассказал. Остальные параметры вы увидите в описании к ролику. Вот, так что подписывайтесь на канал. Всем успехов, друзья. Всем счастья, хороших ровных дорог, качественных японских машин вам в новом году. И пока-пока.